إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, наша проповедь сегодня. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. И последние ихние молитвы, ихние призывы, ихние молитвы были в Газе, дорогие верующие. أن الحمد لله رب العالمين. Они закончили, дорогие верующие, испытание свое, сказав «Альхамду лилляхи раббил аламин». Хвала Аллаху, Господу миров, сказали они. И как мы знаем, дорогие верующие, в аятах Корана, как суртуль Бакаре Аллах нам приводит, в 155 аяте وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Аллах испытывает верующего человека, дорогие верующие. Мы знаем, что Аллах нам сообщает, что верующего Он непременно будет испытывать. И неверующих испытывает Аллах, испытывает и неверующих. Однако неверующий не получает награды. Верующий единобожник получает награды. В чем разница между верующим и неверующим? И Аллах говорит нам, лямут таукида, нуну thaqila, позади, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Мы непременно вас испытанием, говорит Аллах. Чем? Бишейин, чем-то. Бывает благом, до сих пор безопасностью люди живут. Хорошо живут, сладко живут, богато живут. Но дальше приходит испытание, быть может, дорогой верующий. Вчера человек был богатым, сегодня, может быть, он бедным стать. Вчера он был здоровый, может быть, завтра станет он больным. Вчера он был, дорогой верующий, знающим, может быть, завтра станет незнающим. Даже знающие, богобоязненные люди тоже становятся, дорогие верующие, больными. Пророки тоже становятся больными, как пророк Аюб, алейхиссалям, заболел. Но, однако, испытание всех касается, верующие и неверующие. Но кто получит награды? Кто получит высшие степени рая, дорогой верующий? И Аллах говорит нам, бишейн, когда Аллах сказал испытать, испытаем мы чем-то. Минал хауфи, страхом. Страх тем более, ты видишь своих детей в страхе. Ты видишь свою жену, детей, не знают, куда их деть. Родились на свет маленькие дети, грудные дети. Не знает человек, куда их деть. До такой степени состояние людей, дорогие верующие, как будто настал для них судный день. Итак, дорогой верующий, страхом Аллах сказал, испытает, как была безопасность, а теперь страх. Вальджуа, голод они ощутили, дорогие верующие. И как в других местах тоже. Голод ощутили. Также ванакси миналь амвали, убытком имущества Аллах испытал. Валь анфуси, также душами, потери душ, родных, близких потеряли. Ваттамарати, посевы, урожаи потеряли. Вабашшири сабирин. И Аллах говорит, радуй радостной вестью, кто проявил терпение. Терпение бывает 3 вида, дорогой верующий. Терпение, когда ты приходишь на джум'a намаз, молчи. Нету ни телефона, ни дунья. Терпение, приказах Аллаха. Люди Газы показали всему миру, что нужно терпеть, защищая свою землю. Урок дали всему миру. Маленький клочок земли, маленький народ. Показали терпение, что такое. Научили людей терпению. И поняли они, что половина веры является, имана является терпение, собр. Когда у многих мусульман нету терпения ходить на джума или на джумаа, беречь свое единобожие, беречь ислам, нету терпения, беречь
в безопасных местах свой ислам нету терпения. У них стало терпение целый год и больше года, 2-3 месяца. Проявили терпение под бомбежками, голод, холод, жажда. Терпение. Научитесь иману, исламу, терпению. Где наши сестры, которые не проявляют терпения в замужестве? Наши матеря, наши бабушки показали, когда их депортировали, они не просили развода у мужа. А сегодня слишком большая роскошь. Развод. Права не отдает. Побойся Аллаха, сестра. В своих детях хоть побойся. Если ты не боишься насчет своего мужа и семьи, права семьи, побойся Аллаха насчет своих детей. Эти твои дети, если вырастут, тебя будут винить за то, что ты не сохранила семью. Ла иляха илляллах. Дорогие верующие, и Аллах последний радует нас. Вабашшири сабирин. Исполнению приказа нужно иметь терпение, защищать свое имущество, защищать свою честь, свою кровь, свою религию. Нужно уметь терпеть, дорогие верующие. И как мы сказали и повторяемся, общим люди Газа показали терпение. Как в других местах люди показали терпение. И говорили некоторые дети: я вам пожалуюсь Господу. Одни дети сказали: за то, что вы творите. Дети что говорят? Другие говорят: дети. Я покушаю мясо в Газе, говорят они, дети. Я покушаю мясо у Аллаха в раю. Когда мы раскидываем разными блюдами, не ценим свое блюдо, которое ставит перед нами. Не ценим, не благодарим своих жен или не благодарим своих матерей за то, что они готовят нам. Неблагодарность – это является куфром. Куфрун ни'ма называется, большой грех. Итак, дорогой верующий, расскажем вам рассказ Урва бин Зубайр, ради Аллаху ан. Один из великих сподвижников, дорогие верующие. Ястахибу ахаббу аулади ма'у ястахибу Мухаммадан. Он шел к одному из правителей Амьядову, халифа Амьяду. И он говорит, то есть он идет со своим любимым сыном Мухаммадом. Он идет к Валиду бин Абдул-Малик в Шаме. Он правил в Шаме. То есть Валид бин Абдул-Малик. Его зовут Валид бин Абдул-Малик. В Шаме он когда правил, хотел посетить. И когда он дошел, фалямма балага урва вади, называется долина Аль-Кура. Вади, определенная долина. Его нога постигла гангрена. Заболела его нога. Приведем вам примеры просто, дорогие верующие. Реальность Газы, истории, дорогие верующие. Усибат риджлу биль акля. То есть гангрена у него случилась в ноге. Когда он дошел до Шама, сказали ему, что у тебя действительно сильная проблема. Тебе нужно пойти к врачу. Позвали ему врачей. И сказал ему врач: все врачи сказали, что тебе нужно убрать ногу, ампутировать твою ногу. До того, как распространится вся болезнь, то есть эта болезнь гангрена, пока не разошлась по своему телу. И так дальше, и он согласился, чтобы ему ампутировали ногу. И сказали ему, одни врачи сказали, то есть предложили ему: давай выпей, говорит, опьяняющий, чтобы ты не чувствовал, когда у тебя будут ампутировать твою ногу. То есть опьяняющее из виду опьяняющих, называется муркид. Итак, мугибату аль-акли, чтобы его разум отлучился от него, чтобы он не чувствовал боли. Фарафада Урва отказался, вакаля ла валлахи лан ашраба. И он сказал: нет, валлахи, я не буду пить. Посмотрите, какой иман у человека. Отказался от опьяняющего. И так дальше, дорогие верующие. Фаламман сарафа мина сала. И он сказал после намаза. И он сказал: давайте сделайте мне ампутацию тогда, когда я зайду в намаз. Ла иляха илляллах. Как он чувствовал веру намаза. Как он чувствовал намаз. Смотрите, какие состояния у этих людей было в намазе. И он сказал: я когда буду в намазе, вы ампутируете мою ногу.
То есть полностью сосредоточение смысла намаза, полная связь с Аллахом, субхану ва тааля, дорогие верующие. Полно чувствует все слова, которые он читает из Корана, дорогие верующие. И он сказал, «Фаламма ансариф мина салати». Тогда, то есть, извините, «Фаламма ансарифа мина салати аззахул валид». Когда его ампутация закончилась, подошел к нему правитель мусульман и так ему сделал соболезнование. Валид, сказали мы бин Абдул Малика. Аллаху лакаль хамд, сказал тогда Урва, о Аллах, я тебя благодарю, имеется в виду, хвалю тебя, о Аллах. Кана ли атрафун арбаа фахаста вахидан. Смотрите, что он говорит. У меня было четыре части, две руки, две ноги. Ты теперь забрал у меня вахидан, фахаста вахидан. وَلَئِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ أَرْبَعًا. Но если ты у меня взял одну, у меня когда были 4, зато ты мне оставил 3, он сказал. Видите, как он благодарит. وَإِنْ كُنْتَ قَدْ ابْتَلَيْتَنِي فَلَطَالَمَا عَافَيْتَنِي فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَخَذْتَ وَعَلَى مَا عَافَيْتَ اللهم إني لم أمشي بها إلى سوء قط. О Аллах, он говорит, обращаясь к Аллаху, ты меня испытал с этими руками, ногами, взял у меня одно, и ты меня испытал, я ставил, ты мне 3 части тела теперь, 3 части тела, 2 ноги, то есть 1 ноги и 2 руки. И остальном ты мне сделал благополучие. Я никогда не ходил этими ногами или руками, не ходил, говорит, я в запрещенные места. Представляете, человек никогда не ходил в запрещенные места и гангрена. Люди думают, когда война или гангрена и такие болезни, что это наказание Аллаха. Нет. Аллах поднимает человека в степенях просто в раю. В степенях в раю поднимает, дорогие верующие. Если он доволен тем, чем Аллах ему предписал. «Вакад сахиба ба'ду бани». У него был с ним один из его сыновей, Мухаммад его звали. «Фадахала дару даваб». И его сын, как обычно маленькие дети, заходит в конюшню, он зашел. Когда он зашел в конюшню, это маленький сын Мухаммад, «Фарафасатху фарасун фамат». И ударил его конь ногой и убил конь этого Мухаммада, сына Урвы. И тогда к нему пришла весть, и люди пришли и сказали ему, что убит его сын. И он сказал, «Альхамдулиллах, кану саб'атун, фаахаста минхум вахидан». У меня было 7 детей, он сказал, хваля Аллаха, говоря, что у меня было 7 детей, ты мне оставил 6, забрал только одного ты забрал. То есть смотрите, как он благодарит Аллаха. Забрал ты одного, оставил 6. Благодарит за то, что есть он. Не жалуется он на жизнь, не жалуется на судьбу, свое предопределение, не жалуется он. وَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ ابْتَلَيْتَ فَلَطَالَمَا عَافَيْتَ. Однако ты сделал других благополучие. وَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلَطَالَمَا أَعْطَيْتَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ. То есть то, что ты мне оставил, в этом благо, в этом хвала Аллаху. И он так благодарил Аллаха. Аллахумма адж'альна мин ибадика аль-хаммадин. О Аллах, сделай нас тоже из твоих рабов, которые благодарят Аллаха. Хвалят Аллаха за то, что Аллах нам дарует, дорогие верующие. Оставляет нам то, что Аллах оставляет. Я Раб, худ мин кулубин аль-хамд. О Аллах, возьми наших сердец хвалу. О мин аль-синатина рида. О Аллах, возьми с наших уст благодарность, то есть довольство. Иннака валию далика валь кадри алей. Ты являешься помощником в этом, и у тебя есть возможность. О Аллах, дай нам удачу. Айюаль мубаракун, о благословенные люди, валлахи, клянемся Аллахом. Действительно, это было испытание Урвы. Урва бин Зубайра Аллах испытал, лишился он ноги, благодарил Аллаха, хвалил Аллаха. Аллах забрал сына, хвалил он Аллаха. Но мы не должны забывать испытания посланника, саллаллаху алейхи, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, когда пророк Мухаммад призывал к единобожию, к поклонению одному Аллаху. Его же народ его изгнал, его же народ его оклеветал, его же народ в него бросали камни, чтобы он не призывал к единобожию. Его же народа дети оклеветали и бросали камни, дорогие верующие. Какое великое испытание. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, было забрано все дети, кроме одной Фатимы. Фатима умерла в конце, после смерти пророка, саллаллаху алейхи, когда прошло 6 месяцев после смерти пророка, саллаллаху алейхи. Пророка испытали, родня его, то есть его дядя не принял ислам, дорогие верующие.
Какая большая беда, его близкие не приняли ислам. Его папа и мама умерли, будучи он маленьким. Будучи чреве матери, умер отец. Рос посланник, саллаллаху салям, сиротой. Когда было ему уже 6 лет, умерла его мама. То есть, что мы хотим сказать? Посланник, саллаллаху салям, был сиротой. Аллах его испытал, дорогие верующие. Не говоря уже о Урве бин Зубайре. Итак, дорогие верующие, испытания продолжаются до сих пор. И так как продолжались до сих пор испытания людям в Газе и других местах продолжались, однако многие думают, когда бомбят, только тогда есть испытания. Испытания есть, когда есть безопасность и богатство. Итак, дорогой верующий, ибтилятун, маллаху биха алим, Аллах лучше знает, сколько этих испытаний. Итак, люди Газа, дорогие верующие, жили очень страшной жизнью последние месяца. И люди, некоторые, показали себя, насколько они солидарны с притесненными народами. Некоторые притесненные народы объединяются, альхамдулилля, против тиранов, диктаторов. Однако притеснители до сих пор не могут проснуться, диктаторы не могут проснуться. А притесненные народы, что они требуют? Они тоже хотят свободной жизни, дорогие верующие. Чтоб жили по своим правилам, по своим законам, чтобы жили. Мусульмане должны жить по своим законам, законам Аллаха, субхану ва тааля. И, дорогой верующий, они не оставляли в Газе ни зелени, ни домов, ни детей, ни женщин, ни монахов, ни священников, ни проповедников, ни журналистов. Это же всем известно. И люди, как говорится, да, невинными выходят из этой игры, как говорится, грязной игры. Дорогие верующие, это великое испытание, когда другие молчат. Поэтому нужно говорить, дорогие верующие, чтобы был баланс на земле, чтобы не был гнев Аллаха, как в Лос-Анджелесе был, дорогие верующие, гнев Аллаха. Как же там не были синоптики или другие умничают, но это гнев Аллаха, дорогие верующие. Богохульничали люди, дорогие верующие, были тиранами, дорогие верующие. Итак, чтобы был баланс, нужно говорить минимально, дорогой верующий. Если ты не можешь чем-то помочь, чтобы остановить тиранию. Итак, дорогой верующий, и сколько мы потеряли, мусульмане сколько потеряли, сколько на своих родинах тоже, там, где происходит бойня, сколько потеряли они родных, дорогие верующие. Итак, дорогой верующий, мы должны понимать, что это испытание было великое испытание для многих народов. Для многих народов. Почему великое испытание? Потому что все уже афишируется, все везде говорят. Если нету официальных СМИ, не говорится, в интернете есть полно информации. Невозможно скрыть информацию, дорогие верующие. Каждый раз выходят разных видов информации. Невозможно скрыть. Как говорится, 21 век. Пора уже открыть свои глаза и разуметь. Итак, дорогой верующий, мы говорим о благодарности, хвале Аллаху субхану ва тааля, когда мусульман постигает беды. Поэтому, дорогой верующий, ты как мусульманин должен благодарить Аллаха за благи. И ты должен благодарить Аллаха, то есть хвалить Аллаха за свои испытания. И что Аллах дает тебе терпение, чтобы пройти испытания. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, стойкости, чтобы мы прошли испытания должным образом. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, посланник саллаллаху алейхи ва саллям научил нас такому дуа, когда нас постигает будет эта беда. Короткая дуа. Альхамдулилля фи кулли халь. Хвала Аллаху в любом случае. Когда человек говорит таким образом, мусульмане, когда говорит, ты понимаешь, у него какие-то проблемы. Ты понимаешь? Когда говорит альхамдулилля обычно, тогда понимаешь его обычное состояние. Есть другой дуа, более больше, посланник саллаллаху алейхи ва саллям также научил нас. Аллахума раббана лакаль хамд. Хамдан кама янбаги ли джалали ваджхики ва азими султаник. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
Итак, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, что мы не можем хвалить Аллаха должным образом. Ни сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не смог хвалить Аллаха должным образом. Отдавать Аллаху сана, хвалу полную, даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не может. И мы тоже тем более не можем. И мы должны признать свою слабость. Мы же слабые, дорогие верующие, мы создание. А каждое созданное является слабым. Кроме Аллаха все созданное. И все созданное является слабым. Итак, дорогой верующий, и мы хвалим Аллаха за то, что Аллах нам дал возможность хвалить Аллаха сердцем и языком, дорогие верующие. Аллахума раббана лакал хамд, кама янбаги ли джалали ваджика ва азими султаник, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, нас научил, дорогие верующие. Итак, мы как бы не хвалили, это недостаточно. И ты скажешь Аллаху субхану ва та'аля, анта кама аснайта аля нафсик. Тебе хвала такая, какая ты сам себя похвалил этой хвалой. И в руках Аллаха эта хвала, дорогие верующие. Лима кала набию, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не смог также ограничиться этой хвалой. И он научил нас этим дуа. Итак, дорогие верующие, когда верующие зайдут в рай, что они скажут? Хвалящие люди Аллаха в любом случае, трудности, легкости, хвалящие, благодарящие Аллаха, что они скажут? Альхамдулиллахи аллази хадана лихада, ва ма кунна линахтади лаула ан хадана Аллах. Хвала Аллаху, аллази хадана, тому, кто нас наставил на прямой путь. Если бы Аллах нас не поставил бы на этот прямой путь, то мы не стали бы на этот прямой путь. Итак, тауфик называется это. Тауфик Аллаха, удача от Аллаха, дорогой верующий. Аллах тебе дал удачу стать на прямой путь. А теперь твое дело изучать этот путь и идти на этом пути дальше, приближаться к Аллаху. Итак, называется хидая, на две части делится. Хидаятут тауфик, ва хидаятул иршад или далаля называется. Хидаятут тауфик, проси у Аллаха удачи, чтобы Аллах тебе показал истину истиной. Чтобы Аллах дал тебе следовать на этой истине, чтобы стоять на этой истине до конца. Аллахума арина аль-хакка хакка варзукна тибаа. Аллахума арина аль-батиля батиля варзукна чтинаба. И также проси Аллаха, о Аллах, покажи нам ложь ложью и дай нам сторониться этой лжи. Проси у Аллаха, чтобы Аллах тебя оберег от лжи, от неверия, от нечестия, нововведений. Бери тауфик от Аллаха. «Вама тауфики илля билля», говори каждый раз. Нет удачи, кроме как от Аллаха. И пророк Мухаммад об этом знал. Все пророки знали, все праведники знали. Но ты, как мусульманин, знаешь это? Тауфик только от Аллаха. Открываешь какое-то дело, бизнес. «Вама тауфики илля билля». Нету удачи, тауфика, кроме как от Аллаха. Бисмилля, начни. Сделай Аллаха шариком в своих делах. То есть сделай Аллаха спутника в своих делах. Сделай долю для Аллаха, субхану ва та'аля, на пути Аллаха, чтобы было. Чтобы Аллах постоянно сопутствовал с тобой. Но не будь жадным, когда твой бизнес развивается. Выделяй долю Аллаха, субхану ва та'аля, на пути Аллаха. Вама тауфики илля билля. Аллах тебе показал Аллах тебе путь теперь. Узнай путь этот, какой путь, как ты должен вести себя на этом пути. Ты узнал? Аллах дал тебе тауфика стать на правильный путь, а теперь изучай эту религию. Приближайся к Аллаху, дорогой верующий. Итак, вама тауфика илля билля. Только от Аллаха моя удача, дорогие верующие, скажите. Итак, баракаллаху фикум, если человек не будет справедливый таким образом, не понимая, что хидая от Аллаха и также хидая от ученых, от пророков, от ученых хидая. Какая хидая? Иршад. Указывают они тебе как знак. Ученые являются как маяки, как знаки. И все. Но остальное, дорогой верующий, ты сам должен делать. Как, допустим, медик, ты идешь к врачу, что врач вместо тебя пьет эти таблетки на рошетто, то есть на квита или на бумажке пишет тебе врач определенные лекарства нужно пить. Вместо тебя же врач это не пьет. Врач себе говорит, соблюдай диету, соблюдай эти лекарства, пей, и ты вылечишься, говорит врач. А ты что делаешь? Берешь лекарство, берешь
наставлений врача своего, и ты не делаешь ничего. То есть ты узнал путь, но не следуешь на этом пути. Ты же не вылечишься, невежество твое не уйдет, а невежество является болезнью. Невежество что является? Болезнью, дорогие верующие. Самая опасная болезнь, как ученые сказали, невежество. Поэтому, когда ты идешь к ученому, совет взял, практикуй этот совет, дорогой верующий. Итак, иля даян, к Аллаху Субхану Ва Тааля мы возвращаемся. Наши споры, наши проблемы, наши зульмы, которые между людьми делаются на земле, это будет к Аллаху Даяну, кто делает возмездие за наши дела, дорогие верующие. Йоум-ад-дин, день суда, день возмездия будет это все. И, дорогие верующие, просим Аллаха Субхану Ва Тааля, чтобы Аллах нам открыл наши глаза для истины. Просим Аллаха Субхану Ва Тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах дал нам понять истину истиной. Просим Аллаха Субхану Ва Тааля, чтобы Он дал нам возможность стоять за эту истину, чтобы мы умерли на этой истине. Просим Аллаха нам хорошего конца, дорогие верующие, в этом мире. Просим Аллаха Субхану Ва Тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах нам показал ложью, и чтобы мы сторонились этой лжи. Аллахума амин. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أنت كما أثنيت على نفسك على نصرة أهل غزة الحمد لله что сульх это является тоже помощью, дорогие верующие. Сульх, примирение это тоже является помощью. Баракаллаху фикум. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أقم الصلاة